И в этот раз я решил взять спектр тем по истории Осетинского конного дивизиона в 19-м, начале 20 века. Эта тема моего выступления вытекает, в принципе, и вот из прошлого выступления, в прошлый раз, когда я был в Осетии. Почему? Потому что как раз состоялась в начале апреля премьера фильма про дикую дивизию «Рыцари долгой чести». И мне очень многие писали, после моих выступлений в интернете, в ВКонтакте, о том, что почему в этом фильме не было про Осетинский конный полк. То есть, видимо, люди, немногие знают, да, что Осетинский конный полк, то есть дикая дивизия, сформированная из народов Кавказа, и по ассоциации, конечно, кажется, что Осетинский конный полк должен был бы быть в составе дикой дивизии. И в свою очередь это вызывает какую-то реакцию у, скажем так, некоторых соседей осетин, да, что мол, осетин не было в дикой дивизии, почему там осетины была осетинская пешая бригада. Всякие такие поддевки, издевки. И, в принципе, я решил для себя тогда, что если в дальнейшем летом мне получится приехать, слава богу, получилось, то тема моего выступления и материал как раз я стал подбирать за эти 3 месяца к истории Осетинского конного дивизиона, но не того дивизиона, который в годы русско-турецкой войны прославился на Балканском фронте, а другого Осетинского конного дивизиона, который был уже сформирован в 1890 году и нес уже регулярную службу в российской императорской армии. И на его базе уже в 1915 году, в годы Первой мировой войны, был сформирован Осетинский конный полк, который просуществовал до 18-го, до всех этих революционных смут и анархии в России. В принципе, я, конечно, коснусь и того Осетинского дивизиона, Азамат, может, просмотр уже, который служил в годы русско-турецкой войны. И вообще хотелось бы проследить эту тенденцию, характерную для службы осетин в тех или иных военных частях. Почему? Потому что актуально это тем, что та же дикая дивизия, да, которая широко разрекламирована и в интернете, и скажем, в той же Ингушетии, да, там есть памятник Ингушскому полку дикой дивизии, другим различным, в других республиках памятные доски, мемориальные плиты и так далее. Но забывают, что эта дивизия была сформирована из добровольцев, и она несла службу в военное время, но не регулярную службу, то есть не так, как сейчас. И в принципе другая актуальность данной темы в том, что до революции, до 1917 года в российской армии был распространен такой жанр историка бытописания, как полковые истории. Но, то есть, допустим, Кубань, откуда я родом, кубанское казачье войско, у нас на рубеже 19-20 веков выходили одна за другой полковые истории, первого Улманского полка, первого Хоперского полка, первого Черноморского полка. Работа на этот счет велась активно, то есть сам император давал распоряжение о том, чтобы писали полковые истории, чтобы составляли списки погибших в тех или иных воинских частях. Но все это революция 17 года прервала эту традицию, уже потом армия была совсем по-другому советская устроена. Но, скажем, 2 воинские части на Кавказе были схожие более-менее из народов Кавказа, которые несли регулярную службу. Это Осетинский конный дивизион и Дагестанский конный регулярный полк. История Дагестанского конного полка была написана в 1909 году и вышла в городе Петровске, это нынешняя Махачкала. То есть Казубский, историк военный, написал полковую историю Дагестанского полка, и, насколько я знаю, даже в Дагестане в 2009 году, к столетию выхода этой книги, даже была какая-то конференция. С Осетинским конным дивизионом примерно полковая история тоже писалась, но она не была закончена к революционным событиям.
Этим занимался известный осетинский деятель Гапо Баев. В частности, вот у него вышел большой очерк в газете «Терские ведомости» в начале 20 века, посвященный вот службе истории осетинского конного дивизиона. Также потом, уже перед самой революцией, в 1915-16 году он выпустил книгу «Боевая служба осетин», где он как бы все это расписал, вот, службу осетин там, да, конца 18 века и вот до 15-16 года. Ну, кстати, вот эти все книги, о которых я говорю, вот, они вот доступны в ВКонтакте, даже вот группа есть, посвященная осетинской литературе. Честно говоря, там по-осетински называется. Поэтому, да. Вот. Можете там это все найти, кому интересно, почитать, там в поиске прям вбить и посмотреть для себя. То есть, конечно, я всего как бы спектра здесь не смогу охватить за это время. Поэтому, ну, это как вам рекомендую. Ну, если проследить как бы вообще в целом вот, тенденцию формирования тех или иных воинских частей из осетин в российской армии, то здесь мы уйдем конец 18 века. Конец 18 века – это формирование, конец 18-го, начало 19 веков – это формирование горского, так называемого горского полка, Терского казачьего войска. То есть история его восходит к 1765 году, когда была основана крепость Моздок и была сформирована еще из дружественных России кабардинцев Моздокская горская команда в июне 1765 года. В декабре 1824 года была образована из Моздокской горской команды, также из казаков станицы Луковской и нескольких осетинских селений сформирован горский полк. Вот краткая летопись этого горского полка, это из книги, тоже дореволюционной книги, летописи вот, службы иррегулярных частей российской армии. В принципе, вот одна из сотен горского полка набиралась из осетин казаков станиц Черноярской и Новоосетинской. Там была отдельная сотня. Ну и, в принципе, в основном там служили вот именно по своему названию горские элементы вот из народов Кавказа, те же кабардинцы, крещенные из-под Моздока, осетины. Ну и, понятно, казаки, которые, вот, собственно, славянской, да, национальности. То есть это, ну, можно сказать, одна из первых воинских частей, где вот служба осетин имела такую четкую структурированность. Это была отдельная сотня, ну, в этом полку. И в последующем, уже при создании Терского казачьего войска, он уже назывался Горско-Моздокский генерала Круковского полк. Ну, генерала Круковского в данном случае имеется в виду, это вечный шеф полка. То есть в честь кого, в память о ком он носил свое имя. В дальнейшем как бы проследить вот это воинские формирования в середине 19 века было множество так называемых милиций временных, где служили осетины. То есть это, скажем, в годы вот русско-турецких войн набирались милиции из там, осетин, кабардинцев. Это было 400 всадников, 500 всадников, как правило, там были 2 сотни осетинские, 2 кабардинские. Но они несли службу вот в Закавказье, ну, на территории современной Азербайджана, Грузии, приморских вот этих областей Грузии, Турции, Анатолии, да, Малайзии. Также, например, осетины служили в так называемых грузинских вот, регулярных частях, ну, отдельными сотнями, но это в основном южные осетины. Их для удобства, ну, вот, как бы территориально, да, они были ближе к Грузии. И когда вот когда создавали какую-то грузинскую милицию, то там обязательно 1-2 сотни осетин была. Ну, понятное дело, то есть сейчас, когда пишут вот эту летопись вот этих грузинских формирований, стараются в Грузии об этом, ну, не упоминать, да, что там были осетины, потому что они вносили весомый вклад вот, в отличие этих воинских частей. То есть там
годы Крымской, той же войны. Потом были временные милиции, сотни в годы Кавказской войны, которые служили вот при различных отрядах российской армии. И вот самый яркий эпизод службы осетинского народа вот именно в структурированных воинских частях, это вот служба в годы русско-турецкой войны 77-78 годов, когда был сформирован Терско-Горский конный регулярный полк, и там было два дивизиона, один осетинский, второй ингушский. Они служили не вот в Малой Азии, как раньше, а на Балканском театре военных действий, на Дунае, в Болгарии, в современной Болгарии, там, Македонии, вот этой части Турции, которая сейчас в Европе, на европейском континенте находится. Вот. И, в принципе, но так как чаще упоминается по дивизионам, не сам Терско-Горский полк, сложно выговорить порой, полностью Терско-Горский конный регулярный полк, а пишут там и осетинский, ингушский дивизион. Но ингушский дивизион вот из-за какой-то провинности, как пишут в источниках, то есть понятное дело, война есть война, там всякое бывает с мирным населением, и вот был какой-то инцидент, когда там и ингуши себя некрасиво повели, их соответственно отправили в тыл, греха подальше. И они в основном всю войну простояли в Одессе, при ставке одного из великих князей. И уже только под самый конец войны их отправили на фронт, они там в одном-двух боях отличились, им за это дали знамя наградное. Если говорить об осетинском дивизионе, то, конечно, то же самое бывало всякое, но осетины попросили, чтобы, несмотря на все вот их нарушения дисциплины, еще что-то, их все-таки отправили вот именно на войну, на театр военных действий. И поэтому во всех источниках о войне на Балканском театре военных действий упоминается именно храбрость осетинского конного дивизиона. И, например, в прошлый раз, когда я был в Осетии, работал в осетинском архиве, мне удалось найти ряд документов, которые, то есть это, собственно, предыстория, да, служба, старый дивизион и новый, то есть сейчас речь о старом дивизионе. И, соответственно, несколько документов, которые подтверждают ряд отличий осетинского дивизиона, которые раньше могли кем-то подвергаться сомнению. То есть я как историк считаю, как кандидат исторических наук, как все-таки занимающийся профессиональной историей, что если мы говорим о каком-то событии, то обязательно должно быть подтверждение в виде факта, в виде архивного источника, в виде свидетельства. То есть если мы говорим, кто-то говорит о последнем защитнике одной из крепостей в годы Великой Отечественной войны, то это должно быть подтверждено. Пока подтверждения этому я лично не видел. Если кто-то говорит о том, что какая-то народность была самая героическая, потому что там было больше всего георгиевских кавалеров, то я пишу: покажите мне, пожалуйста, архивный список, где со ссылкой на конкретное дело. Если я это не вижу, я в это не верю. Поэтому ряд документов, которые именно в отличие от некоторых мифотворцев, из недоброжелателей осетинского народа, так или иначе подтверждают храбрость и выдающуюся службу осетин. Например, рапорт командира, в принципе, вы видите, командира первого дивизиона, штабс-капитана Бекмурзы Кубатиева. Тут писалось о том, что ввиду, это рапорт командования, вернее, о нем. А тут пишется о том, что ввиду, например, отсутствия господина Кубатиева, заявил желание быть зачисленным в полк ротмистр Арсалан Мурза Есеев. При деятельном содействии коего полк сформирован и уже сосредоточен
на собранном пункте. И кроме того, считаю господина Есиева вполне способным офицером. Я так прошу ходатайства вашего превосходительства о назначении его командиром первого дивизиона, ну то есть имеется в виду первый дивизион, это был Осетинский дивизион вот этого Терского горского полка, и оставить занимаемой им должности командира второй сотни Терской постоянной милиции. Взамен же его не оставить зачислить в полк прапорщика Абисалова. Ну, вот следующий документ, вот эта цитата в службе осетин, об отличии осетин вот в первом дивизионе, да, в годы русско-турецкой войны. Это выписка из письма начальника штаба Кавказской армии, командующему войсками Терской области 25 сентября 1877 года, номер 841. Его высочество, тут пишется, его высочество получил от императорского высочества, главнокомандующего Дунайской армии, телеграмму следующего содержания. Ну вот эта цитата, она встречается часто и в Википедии, и в различных осетинских сайтах. То есть здесь вот именно в Осетинском архиве, вот ссылка, хранится документ, где можно ее, которая подтверждает эту цитату, что с разрешения государя пишу тебе просьбу выслать как можно больше осетин с лошадьми. Осетины герои, каких мало. Прошу выслать как можно больше скорее. Они так работали, что буду, у меня просто обрезано, поэтому тут следите глазами сами, то, что буду просить Георгиевского знамени и, за их отличие. Ну, то есть, вот кратко, кому видно, я думаю, видно, можете просто ознакомиться с этой цитатой. Ну, то есть, это скан вот этого документа, и, то есть, подтверждает эту цитату об осетинах. И следующий документ, тоже о службе об отличиях осетин вот в годы русско-турецкой войны, это грамота Александра II Осетинскому дивизиону Терско-Горского конно-регулярного полка, где он пишет: «Вознаименование особенного монаршего благоволения нашего за оказанные подвиги мужества и храбрости Осетинским дивизионом Терско-Горского конно-регулярного полка в делах с турками в 1877-78 годах, всемилостивейше желаю им дивизиону всему Георгиевское знамя с надписью «За отличие в турецкую войну 1877-78 годов». Повелеваем осветить жалуемое знамя по установлению и употреблять на службе нам и Отечеству с верностью и усердием российскому воинству свойственным». Ну, по подпись Александр, то есть Александр II, тогдашний император, Царское село, 8 августа 1878 года. Ну, данная грамота и знамя хранилась во дворце начальника Терской области и наказного атамана Терского казачьего войска. Ну, собственно, например, вот также все вот эти события также находят свое подтверждение и в различной литературе, характерной вот для того времени по военной истории. У меня очень много таких сканов, где вот с подтверждением о тех или иных фактах из истории этого дивизиона. Ну, я просто не буду вас перегружать этим. И тут отдельные цитаты о том, что, ну вот, например, о том же награждении Осетинского конного дивизиона знаменем и Ингушского дивизиона, вот этого Терско-Горского конно-регулярного полка. Ну, причем и для ингушей, для осетин вот эти знамена были уже вторыми. То есть первые знамена наградные были в 1840-е годы за отличие вот в тех войнах первой половины XIX века. Ну, например, вот также цитата, за что, собственно, жаловались такие высокие награды, да, Осетинскому конному дивизиону. Например, вот в архивной выписке о службе осетин в годы русско-турецкой войны приводятся следующие данные, что результатом такого славного своего поведения на полях битв было приобретено уважение среди русской армии и местные отзывы их боевых сотоварищей, ну, если до Осетинский дивизион, начальников дивизиона было высочайше
высочайше пожалованное георгиевское знамя, находящееся в доме наказанного атамана терского войска. Груди большинства всадников украсились георгиевскими крестами. Воспоминания своей совместной службы начальник славной Кавказской бригады генерал Тутомлин принес дар дивизиону серебряную вызолоченную азар-пишу, чашу для перов, находившуюся, как говорят, на хранении во Владикавказском отделении Госбанка. Ну, в принципе, следующий эпизод после окончания русско-турецкой войны 77-78 годов Осетинский дивизион, этот Терско-Горский конный регулярный полк, был расформирован. Почему? Потому что тогда народы Кавказа не отбывали всесословной воинской повинности, которая была введена в российской армии. Это великие реформы Александра II, когда была создана судебная система независимая, когда было отменено крепостное право, различные внутриполитические действия той эпохи. И, соответственно, была введена всеобщая воинская повинность, так как до этого брали солдаты на 25 лет и в основном отбывали воинскую повинность только представители великорусского населения именно в обязательном порядке. То есть в данном случае реформа предусматривала службу уже не 25 лет, а значительно меньше, 6 лет там в армии, по-моему, 8 лет на флоте. То же самое в казачьих войсках стали меньше служить, там не 30 лет, а намного меньше. И, соответственно, после окончания русско-турецкой войны был поднят вопрос о привлечении осетин к всеобщей воинской повинности. Об этом далее в документах. А переходя от службы старого дивизиона к формированию нового дивизиона, ряд интересных фактов, может быть, не совсем в русле данной темы, но тем не менее, думаю, будет интересно. Это, например, участие осетин в Ахалтыкинской экспедиции генерала Михаила Дмитриевича Скобелева в 1880-1881 годах. Мало кто знает, что, может быть, мы во второй теме нашего выступления об этом подробнее скажу, но мало кто знает, что великий генерал Скобелев, которого называли вторым Суворовым в российской армии, он и в годы русско-турецкой войны, то есть командовал этой бригадой, где служили осетины, и был о них очень высокого мнения. Сам он начинал свою военную карьеру тоже под началом осетина, это осетинского генерала Занкисова, во время событий в Польше в 1863-1864 годах. И, соответственно, у него были очень близкие отношения с осетинами, с осетинскими офицерами. Его ординарцем был известный тогда молодой начинающий офицер Абациев Дмитрий, или Цамболот, который в последующем был известным военачальником в годы Первой мировой войны. Например, известно, что в это время, во время этой экспедиции, у него был личный конвой из осетин в 30 всадников. Сама Ахалтыкинская экспедиция – это военная операция российской армии по присоединению, вхождению в непокорных и независимых племен тыкинцев. Это народность в Туркменистане современном. То есть тыкинцы – одно из самых воинственных народов тогдашней Туркмении. И, кстати, по аналогии, если мы говорим о воинских частях, после этой операции, по аналогии с осетинским дивизионом, был образован также и тыкинский конный дивизион, который в годы Первой мировой войны был из него сформирован тыкинский конный полк, туркменский конный полк. Например, об участии осетин в данной экспедиции есть воспоминания морского офицера Александра Майера. Вообще данная экспедиция, она была, можно сказать, верхом военного искусства для того времени. Почему? Потому что тогда Средняя Азия
особенно Туркменистан. Это была, как говорится, terra incognita. Были лишь отрывочные представления о данной территории. Почему? Потому что текинцы не пускали на свои земли там, ну, разведчиков, шпионов и так далее. То есть только вот удавалось попасть в эти земли тем же вот российским офицерам из представителей там, народов Кавказа. Алиханов Аварский был такой разведчик из аварцев Дагестана, вот, знавший, ну, соответственно, многие вот моменты жизни текинцев. И вообще Скобелев, когда его назначили командовать этой экспедицией, он все только самое лучшее, самое передовое брал в российские войска, которые должны были вот заниматься этой операцией. Это и самые новейшие винтовки, самые новейшие орудия, и приемы военной тактики, это и даже флот он задействовал по Каспийскому морю, Каспийскую флотилию. И тогда морской частью операции командовал тоже выдающийся офицер военно-морской адмирал Макаров, который в годы русско-японской войны погиб. Он был новатором во многих как бы военно-морских теориях того времени. Первый испытатель торпедного оружия на море в годы тоже русско-турецкой войны, о которой я говорил. Ну так вот, Скобелев взял себе конвой из 30 осетин. Ну, Майер вспоминает, например, несколько эпизодов, я позволю себе зачитать, связанные вот со службой осетин во время этой экспедиции. Например, вот из лагеря галопом выскочила кучка всадников. Впереди на белой лошади, в белом кителе, в белой фуражке, выделяясь из среды всех своей чудной непринужденной посадкой, галопировал белый генерал, незабвенный Михаил Дмитриевич Скобелев. Сзади следовали адъютанты, штаб и конвой из осетин, один из которых вез темно-фиолетовый бархатный штандар с золотыми кистями. Ну, далее. Михаил Дмитриевич Скобелев, окруженный своим штабом, проехал по рядам и выехал вперед. Он несколько минут осматривал площадь, покрытую неприятелем, затем обратился к начальнику штаба Николаю Ивановичу Градикову, сказал ему несколько слов. Последний подозвал одного из осетин и что-то приказал ему. Осетин хлестнул нагайкой своего поджарого коня, который прыгнул и, вытянувшись, помчался к 4-й батарее, стоявшей в некотором отдалении развернутым фронтом. Немедленно после нескольких слов, переданных им батарейному командиру, капитану Полковникову, одно из орудий рысью тронулось с места и стало на позиции впереди своего отряда. Ну, например, вот про поручика Абациева. Правда, тут он почему-то назван Абадзиев в воспоминаниях. Ну, тут идет речь о ранении, поэтому своеобразный стиль изложения. «Ох, ох!» — крикнул кто-то над ухом моряка. Ну, имеется в виду мэр, военно-морской офицер. Мимо него промчался, отчаянно махая правой рукой, его приятель Абадзиев, ординарец Михаила Дмитриевича Скобелева. Два осетина подхватили молодого прапорщика под руки и повели к перевязочному пункту. Моряк пошел туда же. У него начинала кружиться голова от этой страшной трескотни в атмосфере, пропитанной пороховым дымом. В углу между стенами сидел на носилках без сюртука Абадзиев, мертвенно-бледный, правая рука истекала кровью, лившейся из двух отверстий. В правой стороне груди маленькая черная дырочка из-под левой, и под левой ключицей такая же. Пуля раздробила ему правую руку и пробила грудь. Его окружали осетины из конвоя генерала, его соотечественники. По этим черным, ну, читаю так, как написано, по этим черным зверским бородатым физиономиям катились слезы. Они схватили бутылку вина и вместо воды лили ему на голову. Другой, желая поддержать, прокинул ящик с хирургическими инструментами, а Бадзиев, их любимец, вдруг смертельно ранили. Так, по крайней мере, все думали. Ну, в последующем, конечно, ранение оказалось несерьезным. Генерал Абациев, известный, вот, командовал дивизией в годы Первой мировой войны на Кавказском фронте. Ну, был другом Скобелева. Ну, то есть везде, вот в мемуарах Мейера упоминается очень много фактов о военной службе осетин. И, то есть, следует сказать, что в этой экспедиции Халтыкинской осетины также внесли свой вклад. И в последующем уже поднимается вопрос о привлечении осетин на военную службу.
на отбывание именно регулярной воинской повинности. Да, вот извините, пропустил вот это знамя наградного Осетинского конного дивизиона в годы русско-турецкой войны. Ну, это старая фото, это еще дореволюционная фотокопия, потому что непонятно, что с ним было после революции. Скорее всего, была утеряна.